говорю, приветствую слова и все. Приходят, разговаривают. Давайте начнем. Обычно 5-10 минут ждем. Подходить, повторять. Может быть, да. Значит, я вот сейчас только что встречался с гостями из Ярославля. Это мои родственники, но инструменты, о которых мы сегодня будем говорить, это инструменты уже нового поколения, созданные новыми молодыми людьми. Этот инструмент, который называется сейчас контрабасовый крыж, у нас в Удмуртии контрабасовых крыжей нет. История создания этого инструмента такова, что нашли в книге о раскопках на Виднокале, нашли рисунки вот такой вот подставки под струны. И Капустин вместе с моим магистрантом Мишей Рябовым вот сотворили такой инструмент. Получился что? Да, вот эти прорези там были сделаны на костяной подставке. Поэтому они, исходя из рисунка, наложили и получились струны-то контрабасовые, необычные струны. Вот так возник этот инструмент. Началась его судьба такая. 2 года он где-то пробежал, попытки играть на этом инструменте были, вот, но как-то он не приглянулся и не прижился нигде. Ну вот я с Мишей, с моим магистрантом, когда смотрели работы его, вот это его, чистая работа его, я говорю, а вот из контрабасовый же у вас был, можно посмотреть? Можно. Он достал его, этот инструмент. Ну и я по струнам провел, поиграл, говорю, слушай, можешь его пентатонику настроить? Могу, давай пентатонику настраивай. И Миша Рябов настроил этот инструмент в пентатонику. Ну, настроил. Теперь вот у него есть такой инструмент. Он писал диссертацию, вернее, сперва бакалаврскую выпускную работу по изготовлению инструментов крыш. То, что вы сейчас видите вот на столе. Делал он, приходил, вернее, в кружок Сергею Григорьевичу Капустину, известному мастеру, изготовителю крыжей. И у него был кружок на Софье Ковалевской. Туда вот Миша и попал с бакалаврской программы с университета туда. А потом он меня познакомил с ним. Но вот появился этот инструмент, у него потом уже свой самостоятельный. Ну и поскольку он писал у него магистерскую уже диссертацию, я говорю, слушай, давай-ка два этих инструмента попробуем соединить. Интересно, что-то получится или нет. Миша его тоже настроил в пентатонику, вот этот инструмент. Это 5-струнный инструмент, а это 7-струнный инструмент. Ну и начались эксперименты, как говорится, да. Я пришел, да, я забрал на квартире эти его инструменты лежали. Я забрал, принес их домой. Ну, начал играть, и что-то красивая музыка. А музыка пошла какая? Музыка пошла, это музыка моего отца, моих родителей. Они родом из Балтасинского района Татарстана. Поэтому музыка такая специфическая, скажем, да, отличающаяся от музыки Удмурта в центральных районах и даже южных Удмурта. Есть свой шан, свой вкус. Шанус, да, свой вкус есть. Ну и вот я что-то начал играть и узнаю голоса моих родителей, которые пели, не под крыш они пели, а пели просто живым голосом. Да, и вспомнил я мелодию отцовскую, он напевал ее частенько, эту мелодию. И вдруг вот на этом инструменте эта мелодия пошла. Я играл раньше, ну, вернее, раньше был крыш, мне Сергей Григорьевич давал, но там не шла почему-то музыка. А вот тех районов. А тут вдруг заиграл. Ну, я увлекся, наверное, часа 3 подряд, не отрываясь дома. Да. Так что у меня потом у самого
видения всякие начались, там голоса пошли. В общем, нельзя долго слушать, как это, вернее, играть и погружаться так долго, 3 часа, да, в одну и ту же музыку. Ну, вот, эксперименты закончились такой вот. Ну, это первое, что я сумел там сделать. Мелодия называет у нас Атайлен Гурес, ну то есть любимая его, песня моего отца. Гур — это напев, отцовский напев. Слов я, к сожалению, не знал, но слышал я это в подростковом возрасте, в детстве слышал, но как-то слов не слышал слов я. Он что-то там напевал, бормотал, сидел. Вот, и слова-то у меня неизвестны слова. Но потом, в 92,5 года, когда у него, 90 лет был, день рождения, я пригласил ансамбль Андрея Николаевича Прокопьева в Томкурка, и они там привезли кубыс. И вот под кубыс-то он и запел у нас дома, в Можге. Вот это все началось с этого. Я эту вот мелодию как раз от него и услышал тогда, слова услышал. А слова очень коротко, если говорить, то поется о песне, о дереве, которое растет, на нем появляются ветки, появляются листья, приходит время, когда листья опадают, хотя листьям прощаться не хочется, но время такое наступает. Ну, вот эти вот слова мне как-то запомнились на русском, я поскольку на удмуртском не пел никогда. Музыка была такая. Все началось, и потом, когда появился Крыш, я вот, с Крыши начал играть. Хотя я до этого на кубызе эту мелодию тоже подобрал уже. Как попали инструменты ко мне, вот эти инструменты? Вот это инструмент, сделанный известным, ну, у нас известным мастером, венгром из Румынии, из Трансильвании. Это Миклош Даметр. Здесь он был на фестивале. Показывал, да, он изучал зарядских удмуртов Татарстана, записывал музыку и сам играл. Он великолепный игрок. Я у него купил этот инструмент. Вот, он мне его продал. И так началась мелодия отцовская, первая с кубыза. А потом уже вот, что касается этого, эта музыка тоже пошла, здесь тоже неплохо.
Ну, тональности здесь разные, да. Одним словом, вот, пошла музыка. Пошли разные мелодии, не только эта мелодия, там повеселее мелодии. Ну и так далее, и так далее. Ну и инструмент постепенно переселился и живет у меня сейчас. Хотя это инструмент вот Миши Рябова. Это я не знаю, у кого он считается, то ли Сергея Григорьевича Капустина, то ли Миши Рябова, не могу сказать. Но делали они его совместно, этот инструмент. И рядом с кубызом появились эти инструменты. Что происходит на сегодняшний день, если мы говорим сегодня о традиционных инструментах в контексте современной социокультурной ситуации, но когда говорят современная социокультурная ситуация, вообще думают, что только какая-то новая музыка, абсолютно другая, выстроенная на традиционной, пусть, да. Но если говорить о современности, то здесь спокойно соседствует и традиционная музыка, и она смотрится как инновационная. Вот не зря есть такой термин, называется традиции как инновации. Понимаете, задумайтесь, что да, традиции как инновации. И на самом деле звучание этого инструмента – это что-то новое. Так, собственно, никто и не играет. Вот в сочетании, скажем, контрабасовый и сопрано, да, ну, пусть в технике пентатоники, но такого сочетания-то нет, никто не играет. Поэтому можно сказать, что вещь-то эксклюзивная, на самом деле, она отличается от всех других, но и вызывает особое состояние и ностальгию. Я не знаю, какие образы возникают у вас. Вот Миша, когда делал диссертацию, мы использовали этот инструмент на уроках, на этих лекциях по социальной работе в качестве перерыва небольшого. Такая пауза музыкальная, да. И у студентов худграфа, заочного, правда, отделения, на керамике. То есть они могут работать, а музыка звучит. А потом мы просим написать, что, какие образы возникают. Ну, это вот надо отдельно читать. Какие возникали образы у студента. Самые невероятные. Чего только там. У социальных работников, вплоть до того, что семья, там круглый стол, за которым сидят отец, мать. Ну, в общем, потрясающее сочинение. Такие короткие, да? Мы большие не просили писать. Одним словом, вот, и что вы чувствовали в этот момент? Вот. В этот момент они отключались от работы, и происходил невольный такой отдых, расслабление. Музыка заканчивалась через 5-7 минут, и все, мы больше не играли. А потом уже по прошествию 2-3 дня мы снова попросили написать уже, что осталось в голове от того и какие выводы они делают. Ну, скажем, в социальной работе сказали, что прекрасная терапия, прекрасный отдых, как это говорят, апгрейд происходит, да, все проблемы как-то раз снимаются, и эта музыка дает возможность отдыхать. Мы попадаем в другие миры, в этих мирах мы проживаем, мы отключаемся вот от миров работы. Хотя они говорят по поводу работы, где это можно использовать. Ну вот у социальных работников есть такое понятие профессиональное выгорание. Это серьезная проблема, этой проблемой надо заниматься.
Ну вот студенты-то пишут, это прекрасное средство профилактики профессионального выгорания. То есть вы отключаете, вообще в другой мир уходите. А лучший отдых – это переключение из одного мира в другой. Но когда ты долго находишься в этих мирах, там тоже есть обратная реакция, и студенты тоже, я, поскольку проигрывал не раз на разных занятиях, говорят: да, Антон Сергеевич, вот эту музыку долго не надо, 2 минуты больше не надо. Дальше начинается депрессия. Ну, грустная музыка, да. Почему она грустная? Вот отцовский напев, когда использовалась эта музыка, и у меня есть записи его разговора, моего разговора с ним на 90-летие. Вот. Отечественная война, 41 год, октябрь месяц, идут бои под Москвой. Надо подниматься в атаку. Никто не хочет погибать. Там хоть пинай, хоть ругай, солдат зажался в окопе и все. Да, и папа рассказывает, собрались в окопе перед атакой, пропели эту песню вот, про дерево и листья, да, и все, и пошли в атаку. А из тех, кто поднялся в атаку, он остался один. То есть это песни, по всей видимости, я так сейчас понимаю, песни пограничного состояния между жизнью и смертью. Что такое дерево, что такое ветки, листья падающие, да? То есть отрывается человек, все от дерева отрывается, и жизнь, листочка заканчивается. Теперь вот это этот случай. И я там подумал, что на войне-то на самом деле же не только пели «Бьется в тесной печуркой огонь», по всей видимости, пели и народные традиционные песни, которые давали такой эффект, что человек шел навстречу пулям и снарядом. Шквал просто. Как отец рассказывает, шквал просто. Из живого места нету, как там остаться живым, это невероятно. Поэтому прощать жизнь. Я говорю: папа, так там, наверное, 200-100 грамм давали. Да, это ерунда вся. Когда, говорит, в атаку поднимешься, и у тебя 200 грамм моментально сгорают, и ты трезвый, как стеклышко. Так что это нет, не спасает. 200 грамм не спасает. Ну, не знаю, пол-литра может быть, там же все пофиг становится. Хотя вряд ли. Наверное, нет. Но не пили так. Но вот такие песни пограничного состояния между жизнью и смертью, по всей видимости, поэтому депрессия возникает на самом деле. То есть слушать долго нельзя. Но иногда это надо. Потому что песни это глубинные, которые, ну раз это касается жизни и смерти, то это самые глубинные наши понятия, нашего организма. И, естественно, когда человек перебарывает даже смерть с помощью этой песни, ну это очень сильная вещь. Очень сильная. Я еще раз говорю, протокольно записи с разговора с отцом, поэтому я тут врать не буду. То, что он сказал, то он и сказал. Что они поднялись под эту музыку и спел. Это она у меня в записи есть. Слава Богу, что я хоть что-то от отца оставил записи, потому что никто не поверит. Еще один случай, когда отец тоже использовал эту песню. 75 лет ему исполнилось, и у него криз случился, он заболел. Что-то у него обнаружили, говорят, нужна срочная операция. Я тогда работал в обкоме партии в отделе науки в учебных заведениях. Ну, власть-то была, да. Я там звоню врачу главному и говорю: ну что там с отцом? Ну вот будем завтра делать операцию. Анализы еще раз возьмем утром и решим. Утром звоню, говорю, ну что там, как дела? Да я не знаю, у отца все анализы хорошие. Как хорошие? Не может быть. Не знаем, говорит, сами не знаем. Только недавно с кровью там были серьезные проблемы. Там у него камни там обнаружили. В печени. Ну и что теперь? А мы его отпускаем. Но я сейчас приеду, буду разбираться с вами. Это что такое? Приезжаю и узнаю от отца. Оказывается, он вечером забрался в бытовку, закрылся и пропел песни. И в том числе эту песню он тоже пропел. То есть по существу он попрощался с жизнью,
по существу так. А на следующий день у него все стабилизировалось. Тайна? Тайна. Ну, может тайна, а может и никакой тайны в этом нет. Вот он пропел свои любимые песни. То есть звук как физическое явление, характеризующееся по амплитуде, длительности звучания, послезвучие, так скажем слово, да, есть такое послезвучие, когда несколько звуков накладываются друг на друга и появляется какой-то новый звук, как обертоны еще их называют, обертоны, которые действуют на какие-то глубинные корни человеческие. Тем более, что музыка — это их молодость, их, музыка их районов. И он опять сажен. Дожил до 90 лет. Ну вот 90 лет уже все, умирающий. Я договорился с Андреем, говорю: Андрей, поедем. Я думаю, что отец еще поживет. Я уже теперь понимал, что с музыкой-то можно и убить, можно его и поднять, да. Приезжает туда. Все началось действие с улицы. Я говорю: давайте с улицы идите и пойте. Потом заворачивайте ко мне и гостевую. Так они и сделали. Переоделись там у друга у меня на конце улицы и двинулись, зашли к отцу, там все это пропели. Вечер закончился, где-то длилось все часа 3, наверное, все это. И гости уехали. Отец говорит: пошли в баню там, это валенки катать был. Ну, у меня валенщик был. Я говорю: ты что, с ума сошел? Только что лежал, труп уже был, труп, все, отключался уже. У него оказался низкий гемоглобин, ну, как потом врачи сказали. Поэтому он обессилевший был. А на следующий день врачи его, ну, раз он был на грани уже смерти, падал, и сестра его там затащили в кровать. Говорят: какая там музыка, ты что, с ума сошел? Он же умрет от переизбытка чувств. Я говорю: ну, умрет, так музыкальная автоназия будет, наплевать. Что он будет валяться в кровати, да? Ну вот чудо случилось. И у него гемоглобин восстановился. Вот так. Это отдельные случаи, я не говорю, что это закономерность. Это первое. Второе, у каждого есть свой репертуар, у каждому что-то нравится, и он-то подбирал вещи, которые ему нравятся. А я уже знал об этом. Я это на концерте дома у нас, 90-летие, когда отмечали, вот эту всю музыку и пропели. Запись у меня всего этого события есть. То есть это такой сплошной съемкой, я ее сам снимал, не отрываясь, как говорится, не останавливая камеру. Все естественным ходом прошло. Но он после этого еще 2,5 года пожил. Вот так вот. Что такое, опять, музыкальный инструмент и как он в контексте современности работает. Это был 2003 год. Он с 13 года, 90 лет исполнилось, получается, 2003, да. Ну вот еще 2,5 года пожил, и 2006 он умер, в июне месяце. Чудо. Но это еще одно чудо было у меня, опять связанное с музыкальными инструментами. И вот с особыми вибрациями, о которых я сейчас говорю. Но это все люди, представители культуры, так называемых завятских удмуртов. Это их музыка. Поэтому она может она не универсальная, я думаю. Она, наверное, не работает так, как работает на балтасинских удмуртах, на удмуртах, допустим, центрального района. То есть у них свой репертуар, свои песни. Там больше влияния русской культуры. Здесь влияние больше татар, тюркская культура. По звучанию вы тоже это слышите. Как говорят: о, бигершамен. По-татарски играешь как-то, бигершамен. Бигершамен так бигершамен. А теперь у меня с теткой случилось такое тоже. Это мамина сестра, вторая сестра. Рак желудка у нее, и ее вот на Ленина 100 поместили.
и операцию готовили. Но я пришел к ней перед операцией, говорю, слушай, а что ты хочешь-то? Ну скажи, что тебе хочется перед операцией. А мне говорит, да вот надо бы оперу Бородина «Князь Игорь» послушать. В записи 51-го года. Там еще делать. Надо же спасать. Тетку спасать надо. Ну, я побежал в Национальную библиотеку, мне записали оперу Бородина «Князь Игорь». Вот. Партия князя вот, особенно ей нравилась. Все, спели. То есть я записал, на следующий день в палату принес, это, как их маленькие проигрыватели, как они назывались. Ну, в общем, принес кассету и проигрыватель маленький. И она перед операцией это послушала. Операция прошла, так, врач объявил, ну, дней 5 еще поживет. Судя по всему, там уже, там мы даже ничего не делали, открыли и обратно решили. Тетку забирайте, пока живая. Тетку забрали, увезли. Она живет, месяц живет, второй живет, третий живет. Врач говорит, ну что уж, тетка-то, наверное, умерла. Да нет. Как нет? Да не может быть. Да я не знаю, говорю, живет. Кушает, все, там сама готовит. Ой, что такое? А что вы такое делали? Ну, я ему рассказал вот эту историю. Ну, конечно, рак берет свое. Она через полгода, ну, стала ей хуже. И началась вот эта дорога в мир иной. Месяц примерно длилась эта дорога. И что она запросила, чтобы снять эти боли? Она запросила опять вот музыку традиционную. Уже, когда уже реальная смерть, она уже понимает, что жизнь закончилась. Ну вот там Андрей как раз Прокопьев и в записи пропел. И последняя ее фраза, она сказала, все, мне хорошо стало легко, теперь мне умирать не страшно. Ну, то есть я умирать буду спокойно. Ну, через несколько часов она скончалась. Почему музыка? И здесь у нас как-то был проект совместный с американцами. Пол Мэйден, директор Института социальной работы, штат Флорида, Соединенные Штаты. Мы с ним разговаривали об этом. Я ему говорю, ну слушай, вот такая история. Тетки операцию делают, как думаешь, будет жить или нет? Он говорит, ну посмотрим. А я говорю, вы знаешь, эксперимент такой, музыка. Она запросила, вот тогда вот князя Бородина. Он говорит, ну хорошо это или нет? Он говорит, ну, Анатолий Васильевич, функция социального работника и сделать так, чтобы он, если уходит в мир иной, хотя бы облегченно ушел. Но нельзя там только наркотики, может быть что-то и другое. Поэтому мы сопровождаем человека от рождения до смерти. То есть наша такая функция социального работника. Он сказал, ну не знаю, я-то как тетки, конечно, не как социальный работник. Но вот профессиональный такой подход. Поэтому музыка от рождения до смерти, на самом деле, сопровождает человека и облегчает его жизнь. Когда сложная, тяжелая, трудная работа, люди просто берут инструменты и играют. Недавно был фильм по телевидению, показывали, вот уже дед, старый, бывший кузнец, дома работает, устал, заходит в какое-то помещение, не знаю, это дом или что там, не знаю, по съемку, не очень понятно, берет быстро играет. Потом встал, говорит, о, надо пойти пообедать. Смотришь, усталость спала. Поэтому музыка еще и вот это расслабление, да. И если, как мы говорят, от усталости возникает молочная кислота и потом ломота вот начинается, то музыка помогает как раз эту ломоту поснимать. И люди-то использовали инструменты непосредственно в жизни своей, в быту. То есть инструменты как часть их самих. Это не концертная деятельность, да, это самообслуживание, это обслуживание себя, своего духа и своего тела. Поскольку тело и дух связаны между собой, да? Дух влияет на тело, тело влияет на дух. И здесь, наверное, Мэйден был прав, что надо делать все, чтобы люди
в любых ситуациях как-то облегчали жизнь. Музыка тоже облегчает жизнь. Тем более она запрашивает конкретно, что ей надо. Ну и 2 случая таких у меня произошло. Ну, я потом думаю, я сам не играл на инструментах, у меня музыкального образования нет никакого, да? Так получилось. Ну, я эти инструменты стал собирать. Ну и стал играть. В основном мелодии моих родителей. Что это дает, я не знаю, у меня в основном не слабые заболевания, так скажем, да. Но я еще живу и думаю, в том числе и благодаря музыке, в том числе. Потому что эта музыка мне очень нравится. Вот организм все поддерживает как-то, понимаете, снимает отрицательные эффекты. Я даже в больницу не хожу. Мне говорят, надо вызывать, там меня я не хожу. Я думаю, что пока не надо ходить, пока нет смысла. Я сыграл на этом инструменте, мать говорит, ты знаешь, вот инструменты у нас были, был такой инструмент домра, не домбра, а домра. Что это такое? Понятия не имею. Ну, разъяснить меня не сумел. А тут я в Казани ездил с Мишей рядом, вот с этим автором этих работ. С автором этой работы и автором этой работы в Казани. И я увидел этот инструмент. Ну такой длинный трехструнный инструмент щипковый. Ну и поиграли на нем. Вот я наконец-то узнал, что за это инструмент, который матери тоже нравился. Вот. А потом как-то взял кубыс, думаю, что-то он напоминает чем-то домру. Так что он... Ага. Вопрос не совсем по теме. Вот я заходил и услышал гитару в нестандартном строе. Что это за строй? Ты про это гитару? Да, про гитару. Про нее рассказать? Нет, про строй гитарный, который вы использовали. Ты поближе, подожди. Когда играли. Ага. Я заходил, вы играли на гитаре, да. Я услышал, что стоит нестандартный строй. Мне интересно, что это за строй вы используете. Вы сами его нашли или он как называется именно? Ну тебя это что, удивило? Да, меня заинтересовало. Мне интересно, вот как мне свою гитару также перестроить. Сейчас расскажу тогда. Хорошо. Вот вопрос один хороший. Как гитара попала ко мне и как она заработала на традиционный лад, так что на традиционную музыку, да. Вот все говорят, что крыжи это, вот эти крыжи, это удмуртский инструмент. А мы вот, Миша, я и Сергей Григорьевич Капустин, стали копаться по инструменту, начиная от царя Давида, это первая лютня, да, а потом лютня эволюционирует, появляется что-то наподобие крыжев с коробками лютней, а потом вообще в 13-14 веках в картинах художниках и в иконах появляются настоящие крыжи. Оказывается, это инструмент, это не только наши, это инструменты мирового происхождения. И как-то они попадают к нам. И этот инструмент, по всей видимости, попал к нам, не знаю как. Там есть разные версии попадания этого инструмента. Ну, скажем, вот этот инструмент попадает через Монголию к нам. Почему через Монголию? От Монголии до Северного Ледовитого океана был Северный морской путь. Так и Северный торговый путь, правильно так, торговый путь. По этому торговому пути в том числе и перемещались инструменты. Кстати, у китайцев подобные инструменты тоже есть. Вот, и путь этот доходил до Глазова, Волоком где-то, да, и по всей видимости инструмент дошел до туда. Инструмент потом адаптируется, естественно, под свой голос, под свою культуру, и он становится не, скажем, ну не китайским, а уже удмуртским крыльем. Хотя на самом деле происхождение инструментов, оно
имеет корни вот не удмуртские даже. Но потом начинается изготовление, сами начинают люди изготавливать инструменты, и там уже чей этот инструмент, не знаю. Но он тоже так же, как и пришедший, принадлежит общемировой культуре. Наимая часть сегодня общемировой культуры, поэтому эти инструменты это тоже часть общемировой культуры. Как говорят, обратно возвращать надо. Ну вот у нас, да, а теперь как эволюционируют инструменты, вот такие потом, вот это появляется позднее, смычковые, вот эти появляются пораньше, все-таки щипковые пораньше. Вот, а потом появляются гитары, но гитару почему-то не адаптировали. Вот удмурты к своей культуре. Не знаю почему. А у меня так случилось, у старшей сестры муж умер, что-то несколько лет гитара у них провисела, они мне ее приносят и говорят, слушай, что с ней делать? Какого года-то? 54-го года. 1954 года, видите, уже. Но он играл на гитаре, сам у него голос был великолепный, тенор. Просто чистый тенор, консерваторию приглашали. Вот попал ко мне инструмент. Он у меня 2 года провисел. А я про себя думал, ну как-то нехорошо. Инструмент не должен висеть, он должен работать. Ну и вот как-то началась интенсивная работа с этим инструментом. Попытка найти звуки, которые близки мне как человеку, верно, родители, проживающие в Балтасирском районе, в Татарстане. Ну, те районы. Начал искать, вот начинается поиск. Скажем, вот в манере игры вот, есть такое понятие бурдон. Слышали, наверное, да, бурдон? Это есть одна струна, которая не нажимает, она просто ведет на протяжении всей игры, идет и все вот так. Но долго-долго искал, ну как его изобразить этот бурдон, ну как-то раз и получилось. А это 4-я струна, вы ее дергаете, да? А? 4-ю струну дергаете? Да. Можете еще раз? Я послушаю. Ну, короче, он стал работать. Хочешь попробовать? Да. Это 7 струн. Да, сейчас скажу, как я настройку сделал. Сейчас я, если вы не против, могу продемонстрировать вам Да. свою трехструнную гитару, она у меня Да. там лежит, тоже нестандартным строем. Ну, короче, поиски завершились. Да, теперь, что касается инструмента. Инструмент дошел до принятия христианства на Руси. Это X век, 900, какой там, подскажите, 981 или 2 принятие христианства. 88-й. А? 88-й, 89-й. В России. 89. В Руси. Да, и вот, знаете, появляется этот инструмент на фронтонах. Это, если вы возьмете церковь, фотографию церковь на Нерли, да, вот на фронтоне изображен 5-струнный инструмент, гусли русские. То есть он пошел и к нам, видимо, пошел сюда тоже, в эту часть. Как он пришел к нам, не могу сказать, к удмуртам, да, либо это через Северный морской путь, да, Северный морской путь, либо он пришел, может быть, другим путем, не могу сказать. Давай, сыграй. А почему 5 струн? Тут 3 струны, потому что голки сломались. И мне пришлось найти выход.
вот так инструмент пришел ко мне, и началась работа с ним. Ну а теперь он играет и русский, как и угодно. И так далее. Конечно, не только в Москве, но после того, как я нашел способ игры на этом инструменте с использованием бурдона, но я сказал, что гитара-то наша, она удмуртская можно назвать, если она играет по-удмуртски, да. Поэтому все инструменты адаптируются и становятся частью уже другой культуры. Но еще раз говорю, культуры плотно взаимодействуют на протяжении столетий между собой и даже тысячелетий. Но и сказать, что это чисто какой-то инструмент какого-то народа, нельзя. Это определенное условие. Ну а потом пошли тексты пошли, понимаете, вот совсем недавно, научившись играть, а я никогда не пел и не пою вообще-то, да, у меня и голос не особо. Как-то пошли тексты. Тексты пошли и на русском, и в русском языках. Что-то не знаю, откуда. Сказать, что я сочиняю, не могу. Вдруг откуда-то сверху прилетают тексты. Может быть, я от родителей там слышал. Да? Отец у меня был хороший певец. Певун, такой традиционная песня. Может быть, я это слышал. Но слова, которые у меня приходят, это, я не знаю, сочинил я это, или это я услышал, или это я подслушал в детстве, трудно сказать. Пошли, в общем, слова. Сыграю несколько. С любовью и уважением мы идем к вам. Казахстана, Казахстана, ты дары мы лытышко. Лактысана аджишком мино, ты ледыш такутого. А когда мы приходим к вам, мы обнаруживаем, как хорошо и умно устроена ваша жизнь. Вот так. Такая комплиментарная, да, умно устроена, лякытова, организованная жизнь. Я на самом деле, когда приходят частные хозяйства, есть такие дома, в которых идеальный порядок, в деревнях. Идеально, у меня голова на лоб лезет. Как можно в деревнях так хозяйство держать? Отдельный скотный двор, отдельный двор для людей, баня для приготовления еды для скота, баня приготовления, то есть мыться для людей. Вообще, фантастика. Поэтому, может, такой текст и возникает, да. Да, а потом, это мы двигаемся к текстам, да. Что касается Черекена паричком. Удмурты приняли христианство, начали принимать христианство, это 18 век. То есть началась работа, там христиане двигаются, миссионерская работа начинается, возникает общество православных миссионеров в Татарии, начинают выпускаться книги на удмуртском языке. Одна из них у меня есть, от матери досталась. Это конец 19 века. Книга «Кыжи Ведьмо Уланыкула». Как надо умно жить. Книжка, понимаете, как красиво написала. Как надо умно жить. И вот там
классные такие рекомендации. И некоторые вещи я взял оттуда. Слова, такие инсталляции получаются. Есть музыка, слова, но некоторые слова откуда-то надо брать. Вот из текста я беру, раз их перемещаю в текст песни. И вот следующее, это, такое четырехстишие, это посвящено как раз, везде вырвано из той книжки, я скажу где. Шашком мино инмарес но даньяшком даньясано был кидмес дун матышком даньясано был кидмес дун матышком. Дальше слова, если перевод. Ухмолимся мы молимся и чествуем Иисуса Христа. А когда мы чествуем Иисуса Христа, у нас происходит очищение сознания. Вот такой текст. А эта часть, вот Мелкиднес Дун Матышко, очищаем свое сознание, оно возникает, то есть берется из этой книжки. В этой книжке это часть текста. Вот она так появилась в этой песне. То есть, видимо, вот читаешь, какие-то вещи запоминаются, а потом их выстраиваешь в сам текст, встраиваешь в сам текст. Что касается ментальности в удмуртах, я думаю, что это не только в удмуртах, а вообще в многих народах есть. Вот рассматривается жизнь как бесконечное количество встреч. То есть вся наша жизнь – это ожидание встречи. То есть мы ждем, едем в гости и думаем, как же нас там примут. Потом начинается сама встреча, и там гостевые, которые касаются непосредственно там в гостях. Комплиментарные вещи говорят хозяева. А потом, когда встреча заканчивается, есть гостевые на уход. То есть мы уходим, но что-то после нас остается, да, мысли, воспоминания, впечатления, фрагменты какие-то. И вот есть песни и на первый случай, и на второй, и на третий. Издалека мы едем в гости к вам. А когда мы едем в гости к вам, мы вспоминаем, как жили наши предки, наши жили, по каким правилам, там, по каким традициям, да, вот они о чем едут. А потом наступает непосредственно встреча, а здесь уже комплиментарные пошли вещи непосредственно самим хозяином. Вот эту вещь я пел. Говорит, с уважением, с глубоким уважением мы едем к вам. А когда приехали к вам и посмотрели, насколько умно и организованно устроена ваша жизнь. Это уже тексты, которые посвящены непосредственно хозяевам. Но заканчивается любая встреча, как и у меня сейчас. Вот. Приехали гости из Ярославля, да, я тоже все самое и пел, и рассказал, какие технологии приема гостей есть в традиции
удмуртов. Я думаю, не только удмуртов, если это и у других народов, несомненно. Но я просто сейчас говорю об удмуртах. Вот. А потом уезжать надо, уходить надо. А что остается после наших встреч? Вот как-то Атаманов в своих работах написал, что после нас, после наших встреч остаются воспоминания. О чем мы говорили, что мы думали, что мы делали. И эти воспоминания до слез пробивают. Едешь вот и даже плачут люди. Говорит, мы возвращаемся домой, Бертысану. Снова мы о вас говорим. Бертысану, снова мы о вас говорим, а мы о вас говорим и почему-то плачем. Почему плачем? Не можем понять, почему плачем. Вот что остается после нас, после наших встреч. Да? Встреча о встрече и воспоминания об этой встрече. И вот в текстах, песнях, в заутенах об этом как раз и поется. Заутен — это такой жанр, скорее всего, такая комплементарность, такая высокая комплементарность по отношению к гостям, по отношению к людям, по отношению к каким-то событиям. Вот так это все устроено. Но есть заутены, посвященные, скажем, игре человека на кубызе, игре человека на креже. Да на креже играем мы, а возвращаясь домой, да и слышим мы, как на крежах играли мы. А возвращаясь домой, да и слышим мы, как на крежах играли мы. Ох, поем мы, да на кубызе играем мы, а возвращаясь домой, да и слышим мы, как на кубызе играешь ты. Вот так. Если это выстроить в ряд, то надо было сперва, как люди двигаются и о чем думают, когда они двигаются в гости, потом в самих гостях, а потом, уходя, что у них в голове остается. Вот такие тексты. Что касается технологий, гостеприимства, да, в некоторых университетах есть даже кафедры такие, кафедры гостеприимства. Правда, когда я узнавал учебные планы и программы этих кафедр, они, оказывается, занимаются не гостеванием внутри республики или страны, да, не изучением этого и технологий приема и провожания гостей, они занимаются приемами международных делегаций. Приезжают из других стран, вот там они работают над этим. Но у нас, что касается Удмуртского университета, конечно, таких знаний вообще не дают. Не дают. А вообще неплохо бы, неплохо. Потому что принять гостей, посидеть с ними, поговорить и уйти, и чтобы в памяти что-то осталось. Это первое. Второе, чтобы традиция осталась. Ну вот сегодня мне мои родственники сказали спасибо за сохранение традиции. Они уже эти традиции не знают, но приезжают ко мне
знакомиться. Обратно возвращаемся, да? Так что и возвращаясь домой, да и слышим мы, как на коллеже играешь ты. Вот наверняка там в голове что-то остается. Но вот есть такое понятие послезвучия. Звук уже ушел, все уже, инструмент не работает, а у тебя в голове все еще эта музыка звучит. Вот, собственно, для чего наши встречи. Встречи как укрепление отношений, встречи как поддержка друг друга. Ну и, конечно, инструменты – это часть нашего быта. Они встроены в нашу жизнь, они продолжение нашей жизни, они как члены семьи. Вот сегодня неплохо бы, конечно, такое движение было, и мы и с Сергеем Григорьевичем Капустиным об этом говорили, и с Мишей, что надо возрождать, чтобы инструменты не только концертные были, то есть не только на сценах выступали люди, надо, чтобы они работали и дома. Потому что это, еще раз напоминаю вам, да, свое понятие звук, это частота, определенная по амплитуде, длительности звучания, обертонов. Вот. И она действует как на психическом уровне, так и соматическом. Сперва от психики, потом на соматику. Поэтому это и сосуды раскрываются, более свободно кровь проходит, да? Вы же чувствуете, ну вот кровь к лицу приливает, к ушам, иногда к почкам, чувствуешь прямо стук почек. Значит, музыка действует на нас. Но что касается длительности, я уже тоже сказал, любой звук, любой, в том числе и традиционный, хотя он называет его экологически чистым звуком, все-таки в зависимость тоже можешь попасть. Я и сам попадал. Плохо после этого. Да. Нельзя так долго заниматься. Выходы какие? Вот шаманы использовали же инструменты, вводят человека в состояние транса, но они знают технологии выхода из них. А мы, если будем играть и не знаем, как выйти из этого транса, а музыка в транс впадешь, если 3 часа будешь ее слушать, ну, впадешь в транс, от любви к музыке, вот впадешь в транс. Можно как надо выходить? А выходить, вот как мне Сергей Григорьевич просто сказал, сейчас я тебе сыграю на крыше вальс, и все это произойдет. Он мне раз вальс сыграл, и у меня раз все спало. Понимаете? Вот думаю, вот Сергей Григорьевич, шаман ты, смотри-ка, знаешь, как выходить. Так я, говорит, сам попадал в такую зависимость, я уже технологии выхода из этой зависимости знаю. Поэтому музыка должна быть разная. И древняя, и архаическая музыка, и слушать ее интересно, но должна быть легкая музыка, которая тебя выводит из этого состояния. Так что страха сейчас нет. Я вот тоже в одно время, когда играл на этом инструменте, мне уж страшно было от него. Как-то вот такие, понимаете, звуки. Да, потом мы стали с Мишей, я говорю, Миша, надо замерить звук, что за это звуки, какая частота, и почему такая зависимость возникает. Может быть, какие-то есть звуки, которые работают на введение состояния транса. В конце концов, Миша мне приносит результаты это исследования своего и замеров. Оказалось, что это частота, которая напоминает раскаты грома. А я про себя думаю, гром-то это вообще-то глаз небесный. Понимаете, это звуки природы, глобальной такой природы, такого масштаба земного, да, большого земного масштаба. И страшно. А после того, как я подумал, что это вообще голос-то Господа Бога, я думаю, а что его бояться? Чего бояться? Он наоборот, он думает о нас, он заботится о нас. И так раз у меня это все спало. Зависимость, понимаете? Поэтому Бог, говорят, не наказывает, Бог предупреждает, Бог отвращает. Это мы не слышим. Поэтому я говорю, так я тут с Господом Богом вот рядом со мной. Поэтому страха не стало. И такой зависимости уже не было. Я так уже побаивался этих звуков, стало
у меня отвращение появилось, что я не хочу играть на этом инструменте. Поэтому перекодировать надо эту ситуацию с помощью объективных показаний. Оказалось, что мы ушли вот на такой понятие, как глаз Божий. Глаз Божий. Ну и глаз Божий, в том числе и тишина. Это говорят тоже как голос Бога. Поэтому тишина тоже должна быть. Не все время надо играть. А такой другой голос Господа Бога, который приводит нас в состояние равновесия. Вот, может быть, что мне хотелось сказать об этих инструментах и еще раз все-таки заострить, что такое современное прочтение инструмента и какова жизнь этого инструмента, где он должен жить, только ли на концертных площадках. А прихожу к выводу, далеко. Концертные площадки это раз, ну пусть 3-4 раза в месяц, а это ежедневно. Встал, лег, иногда ночью поиграл. Поэтому тексты рождаются ночью, музыка тоже рождается ночью, да. И, ну хорошо становится. И потом умиротворенно засыпаешь. Я вот сегодня встал, у меня текст родился, у меня супруга говорит, ты что там, соскочил ночью? Я говорю, слушай, текст появился, да, я сейчас запишу. Записал, и тут же обратно уснул. Как будто ничего нет. Поэтому наличие музыкальных инструментов – это развитие, на самом деле, развитие. Я сам на пенсии сейчас, у меня четверть ставки, масса времени, уйма. Многие пенсионеры не знают, чем себя занять. Я еще раз говорю, я не музыкант. Я просто любитель и все. Даже не высокохудожественная самодеятельность, как называют людей такого профессионального типа, да, я вообще просто бытовой. Я просто бытовой исполнитель. И работаю больше на себя. Ну, может, вот члены семьи слушают иногда, может, устают от этого, может быть. А может, и привыкают. Вот, сын у меня скажет. Он тоже появился здесь. Господу Богу помолимся, будем Ему служить. Вот иногда мы с Сергеем Григорьевичем ходим, недавно сходили в церковь армянскую, записали там духовную музыку, он переложил ее на крыш. Великолепная музыка. Вот. Но слава Богу, что есть такая церковь, в которой пускают. Там запретов нет. Ну, речь, конечно, естественно, идет не о блатной музыке, там, да, вот, а о музыке глубокой, хорошей музыке. Как орган, прям, как орган, да, ведь, Анатолий Васильевич? Как орган прямо вот да. Заиграл Капустин и прямо да. как орган. Вы же играли там, по-моему? Да. Играли, вот видите как. Великолепная акустика, звук там распространяется так очень удивительно, да. Вот последняя была его работа, посвященная вере, любви, надежде, да. Это праздник был этих погибших людей, их матери Софьи. Вот он переложил ее духовную музыку на крыш. Ну это что-то невероятное. Ну я говорю, давай поехали в церковь, запишем. Так что в армянской церкви мы записываем. Я почему говорю об армянской церкви, все вот должны знать, что армяне это первые, кто принял христианство как государственную религию. В 301 году нашей эры христианство вот, было принято как государственная религия. И до сегодняшнего дня армяне хранители христианских ценностей. Поэтому меня тут иногда даже называли сектантом, что я хожу в армянскую церковь. Ну, кое-кто назвал меня так. Я говорю, так это не от большого ума. Это самые корни христианства, если уж говорить о христианских ценностях. Это первое. И второе, там очень демократичное отношение, там свободно. Сейчас хотите, вот можно взять и поехать. И зайдем в церковь и сыграем. Понимаете как? Вот так мы сделаем. Поэтому это церковь, которая находится на нашей территории, как я говорю, часть нашего поликультурного пространства, это наш ресурс, который усиливает нас, но и подает эту же традиционную музыку совершенно в другом контексте.
Ну и последнее, что я так завершаю нашу встречу, хочу сказать, вот у меня внучки купили цифровое пианино, но я сейчас вот переложил это на цифровое пианино, на синтезатор, да, может синтезаторами его называют, на самом деле это не синтезатор, вот, на орган. И вот эта музыка на органе звучит невероятно просто. Просто орган не мог принести. Если бы смог, я бы с органом приехал. Вот. Так что музыка развивается, музыка переносится из одного инструмента в другой. И вот в сочетании с этими инструментами, сейчас же цифровое пианино что дает возможность? Записать себя там на органе, да, и играть на крыше. Там играет, и ты на крыше играешь. Там можно целый оркестр сделать. Сейчас такие невероятные возможности новых инструментов. Так что один человек там может сочинять, играть как оркестр в оркестре. У каждого свои партии расписать. Вот поэтому я сейчас ну просто до умопомрачения играю на органе. Мне это нравится. И, ну, чувствуешь себя часть мировой культуры. Как-то орган появился где-то с 16-17 век, да, в Европе. А у нас орган еще на Удмуртской этой темы не звучал никогда. А он, оказывается, орган-то как? Он там дает такую мелодию, поднебесное состояние. Ну и потом, не будем говорить, что это вот именно Удмуртская, а опять же, как часть мировой культуры. То есть мы вообще живем с вами в контексте мировой культуры. И, скажем, после того, как на конференции нас слушали, пригласили нас в Гранадский университет, Сергея Григорьевича Капустина, меня, Мишу, у меня и приглашение до сих пор есть, я, правда, не поехал, по деньгам там не получается. Вот, приглашают туда поехать, послушать музыку. Причем не профессиональных людей, да, которые просто играют музыку. И композитор, да, записи мы посылали туда, сделанные Сергеем Григорьевичем, Мишей, там, получили очень хороший отклик. Я думаю, что для них это тоже вдохновение. Но они тоже говорят, понимаете, мы с вами на одной площадке находимся на самом деле. Ну, грант у нас не получился, совместный проект, потому что сказали, что нам запретили совместные проекты делать из-за санкций. Поэтому в этом плане вот мы проигрываем, конечно, что нет таких проектов. А так инструменты должны жить, совершенствоваться, я не знаю, ну, в разных, наверное, комбинациях должны звучать. Я так думаю. И так далее, джазовых композиций, я не знаю. Что такое шикарный инструмент, и он почему-то нигде не работает. Да, мы с Сергеем Григорьевичем Капустиным вот обращались к Репанову, композитору нашему, и попросили его из Аталмаса сыграть с использованием инструмента. Эта вещь была сделана, продемонстрирована в музыкальном училище, но как-то отклик она не нашла. Но это потрясающие партии там идут из оперы, да, мотали, исполненные на крыльях и на флейте. Вот что. Поэтому уровни разные, от бытовой до профессиональной. Но здесь требования к музыкальным инструментам другие. Вот то, что сейчас делает Сергей Григорьевич Капустин, у него уже, как он сказал, промышленного образца. То есть он держит звук, да, там уже требования к звуку другие, требования к инструментам другие. Но сегодня такие инструменты есть, но есть пока еще мастера, которые способны это сделать. Но пока у нас нет инициаторов, которые бы встраивали это уже в академическую музыку. Вот такие вот размышления.
Спасибо вам. Если А есть- можно у вашего сына спросить? Вот Если есть, что-то... может быть, выступление, может комментарий, может размышления даже ваши. Нет, просто Я спрошу, это что, тоже а вы интересно. как-то вот принимаете, вот, ну, что-то вы учите, может быть, или что-то берете в руки, вот такие инструменты? У вас ведь еще дочь есть? Или, Короче, да? да. Ну, сестра моя, она играет на всех А вы инструментах. нет, да? То есть Ну, вы... здесь, понимаете, специфика, ну, как дано не дано. Понимаете, да, ну, мне не дано заниматься музыкальными инструментами. Но, как бы, я с другой стороны к этому, я подхожу со стороны фотографии. Да, мне интересна фотография, то есть мне интересно запечатлеть, ну, либо своих родственников с этим инструментом, либо сами инструменты. Ну, какой-то подход, то есть точка, она все равно есть, этот инструмент. Но уже каждый сам, что ему ближе. Ну, то есть сестра ваша... Сестра моя, да, она А внучка, да, ведь у вас еще Да, внучка? внучка тоже, да, Она играет, у нее понимает? тоже есть как бы уже от сестры, получается, вот эта природная, да, музыки. Она и занимается, и играет в том числе. На каких инструментах? На кубызе в том числе, а так она поет, играет сейчас на флейте. То есть, ну, у них базово, то есть все начинается с флейты у детей, на пианино. Ну, то есть музыкальная школа? Да, занимается. На И, флейте. да, и эстрадой тоже занимаются, то есть поет на сцене. То есть, ну, у них как вокальная Ну, группа. отделение эстрадное, да? В том числе и эстрадная, то есть она на несколько направлений. Флейта, как музыкальный инструмент, эстрада, то есть они работают с вокалом, и плюс пианино. Ну, важно, чтобы еще вот все-таки она вот эти восприняла инструменты, да? Да. То есть... Завьяловск. В Завьяловской школе? Ну, при школе есть, не при, а есть культурный комплекс, как бы дополнительное образование, то есть они там занимаются. Ну, в РДК, да? Да, да. Ну, очень интересно было послушать и ваше мнение, все-таки обратная связь. Это мне тоже интересно. Что вы можете сказать? Да. Скажете что-нибудь? Ну, мы же с вами уже давно знакомы, поэтому как Да, будто... ну, сейчас речь да, идет- просто всегда интересно, конечно, вас слушать. Какие-то новые Все вещи? время новое что-то вот узнаешь, хотя Вы уже... еще не слышали. Нет, нет, Это нет. вы впервые. Я Да, правильно да. говорю? Конечно, Новые, да. все время новые какие-то знания у нас появляются, знания новые. Да, да. Спасибо. И вам спасибо, что вы все-таки Сергея Григорьевича вот как Ну, заметили, допустим, каждый и вы не его, показывает, что благодаря вам мы считаем, Да, что он да. вот что-то сейчас сделал. Да, да. Потому что вы его Сергей учите. Григорьевич Капустин, но он сам профессиональный музыкант, скрипач, закончил наше музыкальное училище, да. Делает инструменты, сам сочиняет музыку и играет, великолепно играет на крыльях, делает кубызы. Раньше он скрипки делал, сейчас кубызы. Ну, делает кубызы, скрипки сейчас он не делает. Гитары делал как-то у него и такое было. В общем, вот профессиональные люди вообще-то на самом деле рядом с нами. А я вот не говорю, что я не музыкант. Я единственное его подталкивал, да. Да. Давай, слушай, ноты напиши. Вот ты что написал, сейчас надо занотировать это. Ну, прекрасные миниатюры у него есть, исполненные на крыше, да, это, ну, нецке, японские нецке. Понимаете, вот что. Ну, ладно, сделал, слава Богу. Сейчас можно сказать, что в музыкальных этих школах можно использовать, кто работает и учится на крыжах играть. Эти произведения надо делать. Там есть произведение «Шарманщик», например. Прекрасная вещь на крыше. Ну, там трудность именно в тональностях. Вот я первый год начала заниматься с вами. Да, она с нами сейчас И получается, дирижер. Да. и получается, что вот написано в одной тональности, играет в другой, то есть из-за того, что струны не выдерживают. там, Строй ниже у нас и получается. это настолько вот абсолютный слух, я теряюсь, потому что Музыкант там слышно? написано одно, а слышу-то я другое. Ты что, другое? Да. Да. Вот интересно. Или это приходится полностью транспонировать произведение, Расслабиться и перепечатывать. все. Ну как расслабиться? То есть обрабатывать, перерабатывать. Перерабатывать, да, приходится из-за того, что вот инструмент настроен на целый тон ниже, чем написано в нотах. Мгм.
Но эти инструменты настроены под орган. Я здесь никуда не ушел. Нет, Я, ну, наши. Нет, я говорю, а вообще я говорю, да. И недавно уже я долго сидел там под орган. Вот бурдон надо настроить, я ищу там на органе. Ну, играю музыку на органе. И знаю, какая нотка, то есть какую клавишу называть на бурдон. А потом я ищу струна, где-то что струна, которая бурдоном будет. Поэтому у меня эти замечания сделала девушка, она сказала, у вас не настроены инструменты. И я уже сейчас только под пианино настраиваюсь, под пианино. ну да. Эти звуки. В общем, вот так, да. Расстроилась. Да, расстроены уже, да. Значит, везде Нет, уже. просто когда жарко, ползет строй. Это первое, а второе, вот здесь уже задевают эти лады, они изношены до безобразия. Настрой не меняет. Есть такое. Спасибо вам, что вы сохраняете вот эту вот музыку, сохранили и дальше передаете нам, Ну, не слушателям. знаю, как насчет передач-то, я же нигде не выступаю. Я популяризатор, скорее всего. Ничего не показываю. Популяризатор музыки. Понимаете, по идее, это что, моя задача показать, и неплохо бы появились профессиональные музыканты, которые подобные вещи делают. Не говорю, копировали, там, мое брали, да. Надо, чтобы люди не боялись заниматься этим. Не боялись. Надо освободиться от канонов. Вот у меня у самого страх, там, я не пел, как попробуйте спеть, да. Я же в детстве вообще был очень стеснительным человеком. Какой там меня спеть заставить невозможно было. Вот уже после смерти отца как-то смелость появляется. Отец умер, а продолжать дело надо. Вот такие. Да, вот вы начали говорить, и можно еще интересно говорите, переложить надо. Ну, мне кажется, тут надо просто инструменты или поменять, или их подтянуть. Что там, в чем там причина? Нет, Сергей Григорьевич, когда у нас же две тональности, соль мажор и ми минор, да? Вот, и все ноты так написаны, и профессионалы, и Кунгурова, и Капустина. Он сделал инструменты, и, видимо, ми, вот это вот, он сказал, что надо на тон ниже настраивать, потому что не держит, или что, или он так слышит, вот для что-то. подставки ведь улетела. То есть она Это не на большом держится. не делает. Вот, и получается, что мы-то не замечаем, мы говорим ми, там вот это все. А на самом деле профессионалы слышат и говорят, какое-то у вас ми, это ре, то есть на тон ниже. И это их смущает. Нас это не смущает. Приходится, да. Нет, если я дома инструмент балалайку настроила тоже на тон ниже, то в принципе играть можно. Интересно, ваш интерес в сегодняшней встрече в чем он был? Что хотелось узнать? Вы же профессионально занимаетесь этим, да? Я так Да, это профессиональная артистка. Играла в оркестре, Ну, мне вот в театре. кубыс был очень интересен. Но я так поняла, что я на нем сыграть не смогу, поскольку это ближе к виолончели. Постановка и звукоизвлечение. Вот. А можно ведь так поставить? Здесь тоже Так его не поставишь? Вот так нельзя Нет. его поставить, да? Вот. это только так играет. Только так. Это уже скрипка получится. У нее уже, видите, вот даже форма такая. Ну да. Уж никак ее Да, так да, да. не возьмешь. Нет, Вот манера-то игры традиционно одна струна, а остальные бурдонные звучат. Тоже вот.
очень распространено, вот такая манера. Мгм. Именно одна струна вот звучит, а на второй там играют и поливают только так. Ну, простые люди просто играют. Да, там это же народный инструмент. Конечно. скрипка-то. Конечно. Поэтому Там уже такая те, кто манера. профессионально пойдет работать, конечно, будет по-другому, это естественно. А так это самое-самое простой Но способ. звук меня поразил то, что очень хороший звук. Даже вот Щипков, когда вы играли, он более благозвучный, чем Смычков. Да. Здесь больше какой-то шампанское. Да, любопытно. Любопытно. То есть это вот звучание не балалайки, не гитары, а вот именно вот национального такого вот. Да. Ну вот это очень похоже на инструмент домра называется, да? Не домра, это. Ну, трехструнка. Ну вот народный инструмент, Да. изготовленный руками простого человека, вот я его слушал. Трехструнка. Вот такой звук у него и есть. Такая штука. Сделана из дерева вишня. Из вишни, да? Да, вишня. Сделана венгерским мастером из ихнего материала. Это ихний материал. Как можно вишню? Ну. Толстая. Что-то скажете? Нет. Нет? Да, совсем ничего. Она только первый раз слушатель. Я не понимаю. Ну, полезная встреча. Да, конечно. Очень интересно. Спасибо. Слушать было очень Значит, недаром, не зря приехал. Нет, не да. Приходите, извините, к нам на концерт в музей Кузьбая Герда. Играем на больших, на 20-струнках и на 12-струнках. Ну, у нас такая музыка, конечно, не такая прямо вот этно, какая у нас. Вот у нас как раз вальс, ну, Капустина, вот, и удмуртские народные. Ну, не так этно звучит, конечно, у нас по-другому. Да, народная музыка, она простая. В исполнении и в звучании. Спасибо, Анатолий. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам всем здоровья. Самое главное вам Да. долголетия, возможности в дальнейшем популяризировать мурскую современную А национальную. где вот это можно, например, вот ему выступать, вот народу мало здесь, например, да? И то мы как будто частично причастны, мы и так знаем. А вот чтобы вот куда вот ему надо? Музей Что Жёстова, пришел можно замечательно. национальный музей. Зачем много народа? Нет, чтобы народ просто понимал и знал вот среди удмуртов. Мне кажется, надо документальный фильм снять и запустить его. Сейчас в социальных сетях очень модно такие короткометражки снимать. У меня есть это как-нибудь идея, вообще я в Да, пожалуйста, сделайте. Ладно. документальный. Спасибо вам. Спасибо вам.